А начиналось все так. В 1982 году 6 отважных людей, среди которых были и наши герои, участвовали в трансконтинентальной полярной экспедиции по Арктике от самой восточной точки Советского Союза, реки Уилен, мыс Дежнева, до западной, города Мурманска. Был пройден путь в 10 тысяч километров в условиях полярной ночи, без палаток и огня, на исконно северном транспорте, собачьих упряжках. Итогом экспедиции стали сотни журналистских, кино, видео, радио, репортажей о жизни и культуре более чем 60 народностей Севера. Эта экспедиция сделала прорыв в международном информационном пространстве. Свыше полусотни информационных агентств мира следили за нашими отважными путешественниками. Большой успех и международный резонанс получила следующая экспедиция – всесоюзная акция «Рубежи». На этот раз ряды наших путешественников были пополнены тысячами подростков, которые на каждом очередном участке пути передавали друг другу эстафету дружбы. Они были последними, кто видел СССР. Один из участков маршрута был даже внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Эта экспедиция, длившаяся с 1984 по 90-е годы, закончилась в том же Уилене. С тех пор, как выкристаллизовалось такое направление, как фотовыставка, рассказ о наших экспедициях. И вот фотовыставка у нас 150 снимков. Это 5 основных, самых больших, крупных экспедиций по России. Мы как бы охватываем всю Россию, рассказываем про полярный круг, то есть экспедиция Уилен-Мурманск, 10 тысяч километров. Кавказ, горы Кавказа, восхождение на Эльбрус, Памир, пик Ленина, пик коммунизма, Зимний Байкал, Камчатка. То есть практически по периметру всю страну. Материалы этих двух экспедиций легли в основу первого клуба ЮНЕСКО. На первой учредительной конференции Ассоциации клубов ЮНЕСКО в 1989 году Павел Смолин был избран президентом того самого первого клуба. А сейчас он, будучи профессором Академии художественных ремесел имени Демидовых и доцентом кафедры программ ЮНЕСКО, является и руководителем школы выживания Международной открытой школы ЮНЕСКО. Я не просто выступаю с фотовыставкой. Зимой мы еще и встречаемся с ребятами, мы их катаем на собаках. То есть проводим экспедиции. Да, у меня 40 собак ездовых лаек. Вот то, что здесь со мной в гостях, в Башкирии. Это сибирская хаска голубоглазая, очень редкая порода. Это скоростная собака для скоростных гонок, вернее, вот так сказать. Сейчас проводится практически по всему миру гонки на собаках. Это на Аляске, в Швейцарии, в Канаде, то есть везде практически развивается новый вид спорта. И тем более, что этот вид спорта сейчас уже становится олимпийским. А так у нас в Свердловске организована федерация догслед спорта, то есть гонки на собаках. И надеюсь, что в этом году мы обязательно поедем участвовать в Москве хотя бы. Это все-таки подешевле и недалеко. В данное время Павел Петрович со своими сподвижниками и учениками, молодежными лидерами ЮНЕСКО, находится в Беларуси. Но даже там, в их устах, как утверждают они сами, чаще будет звучать слово «Башкортостан», ибо наша культура входит в пятерку лучших культур Европы. Но главное, с точки зрения путника, и с нашей тоже, нет ни единой трещинки в этом великом союзе. И для всех нас страна осталась в тех же границах, ибо мы связаны с друг другом тысячами нитей, культурой, сердцами и идеалами.